Таджикистан – независимая республика в Центральной Азии. Это ареал обитания баранов Марко Поло, горных козлов, мархуров, урьялов, снежных барсов, волков, медведей и диких кабанов. Во время гона эти бараны собираются в огромные стада, которые заполняют долины. Такие скопления могут насчитывать более 1000 голов. В основном эти животные обитают на Памире, на высоте от 4 до 5000 метров. Трофейные качества сибирских горных козлов на плато довольно низкое. Увидев самца с рогами длиной более 1 метра – это удача. Но обширные территории со скалистыми и крутыми участками гор таят в себе огромную популяцию этого вида животных. Наверняка один из них – это новый мировой рекорд. Но из-за сложной логистики охота на горных козлов не получает должного спроса. Охота сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью. Известное дело, что охотники, простолюдины, все без исключения суеверны. Суеверны гораздо более, чем весь остальной народ, и мне кажется, нетрудно найти тому объяснение и причину. Постоянное, по большей части уединенное, присутствие при всех явлениях, совершающихся в природе, таинственных, часто необъяснимых и для людей образованных и даже ученых, непременно должно располагать душу охотника к вере в чудесное и сверхъестественное. Человек не любит оставаться в неизвестности, видя или слыша что-нибудь необъяснимое для него очевидностью. Он создает себе фантастические мысли и передает их другим с некоторой уверенностью. Те, принимая их с верою, добавляют собственными наблюдениями и заключениями. И вот создается множество фантазий, иногда очень остроумных, грациозных и поэтических, иногда нелепых, но всегда оригинальных. Я уверен, что охотники первые начали описание фантастического мира, существующего у всех народов. Охота на баранов Марко Поло в Таджикистане происходит на высоте до 5000 метров. Фактически это плато с множеством вершин от 6 до 6500 метров. Рельеф позволяет активно использовать машины для того, чтобы заглянуть практически в каждое ущелье, в каждую долину. Поэтому встреча с первыми баранами не заставит себя ждать. До ноября месяца самцы держатся отдельно группами до 40-50 особей. Позже объединяются с самками. Некоторые долины бывают буквально заполнены баранами. Основная сложность при охоте на баранов Марко Поло – это подкрасться на дистанцию выстрела. Местность открытая, животных много, и каждый из них является прекрасным часовым. Для охоты используются светлые сутки. Выезд на охоту из базового лагеря, как правило, когда уже светло, животные перемещаются и рогачей можно встретить поблизости. В целях экономии времени группы животных рассматривают при помощи биноклей на расстоянии до 1,5 километров. В случае присутствия достойного трофея планируется план приближения. Нередко бывают ситуации, когда любая попытка бывает неудачной, которая приводит к потере времени. После утренней кормежки рогачи отдыхают несколько часов. Это дает возможность приблизиться к ним на максимально близкое расстояние и немного расслабиться, ждать, пока бараны станут пастись. Иногда животные могут приблизиться на расстояние к выстрелу. Охотникам это дает возможность произвести выстрел. Охотник должен быть готов к выстрелу до 500 метров. Опытные охотники стреляют на расстоянии до 750 метров и более. И надо сказать, успешные выстрелы на такие дистанции не редкость. При охоте на баранов Марко Поло используются мощные огнестрельные калибры. При выстреле необходимо учитывать силу бокового ветра,
который часто является основной причиной ранений или промахов. Сейчас у всех есть дальномеры, прекрасные оптики и оружие, но все заканчивается разочарованием при недооценке влияния бокового ветра. Начиная с 15 октября животные меняют окрас. Это прекрасное время для маскировки. Как правило, долины до ноября бесснежные, но склоны уже в октябре покрываются снегом. Охотникам приходится подниматься в эту зону и, следовательно, использовать маскировку. Огромная численность баранов, профессионализм и опыт проводников обеспечивает стопроцентную успешность в течение 6 дней. Эта охота будет незабываема. Таджикистан, как и всякая горная страна, лежащая в южных широтах, очень разнообразна. Субтропический климат в низких долинах, умеренно теплый в средних ярусах гор и холодный в их высоких частях. Условия высокогорья характеризуются разреженностью воздуха и температурой от плюс 20 до минус, в зависимости от сезона. Говоря об охотничьем сезоне в Таджикистане, мы всегда подразумеваем горы. Горы очень разные. Есть Памирское Нагорье с его заоблачными высотами и с самыми большими баранами Марко Поло и козерогами, и не столь высокие, но значительно более крутые скалы, где водятся винтороги, мархуры и уриалы. Иметь в своей коллекции трофей Аргали Марко Поло – заветная мечта большинству охотников мира. Компания по организации охоты Барс-2010 – многопрофильная компания, основная деятельность которой является организация трофейной охоты, а также защита, развитие и финансирование программ по защите и охране флоры и фауны Республики Таджикистан, зачастую выступая инициатором данных программ. Общество с ограниченной ответственностью Барс-2010 ежегодно вносит огромный вклад в сохранение исчезающих видов животных, которые внесены в Красную книгу Республики Таджикистан. А также компания занимается увеличением популяции, лечением и изучением краснокнижных диких животных на специально оборудованных зонах с обеспечением всех необходимых условий и сотрудничает как с таджикскими, так и с иностранными специалистами-зоологами. Компания по организации охоты Барс-2010 тесно сотрудничает с Комитетом по охране окружающей среды, с Агентством лесного хозяйства и с Академией наук Республики Таджикистан, ежегодно проводя совместные мероприятия по защите и развитию флоры и фауны Республики Таджикистан. Ежегодно компания, сажая 150 новых деревьев, проводит массовые мероприятия по озеленению и посадке деревьев. В частности, компания по организации охоты Барс-2010 внес неоценимый вклад в сохранение, изучение и увеличение популяций таких редких животных, как снежный барс, бухарский горный баран Уриал и бухарского винторогого козла Мархур.
На основании распоряжения правительства Республики Таджикистан в 2018 году компания путем использования личных средств в Мургабском районе Бадахшанской области построил первый и на данный момент единственный в Таджикистане реабилитационный центр по сохранению снежного барса. Также компания в районе Шурабад, Кубадьян, Хатлумской области и городе Пинджикен, Сагдийской области соорудировала и сдала в эксплуатацию несколько питомников для разведения и увеличения популяции таких редких животных, как бухарский горный баран Урьял и бухарский винторогий козел Мурхор. Кроме того, компания «Барс-2010» вносит весомый вклад в развитие регионов, создавая и обновляя инфраструктуру близлежащих городов и сел, создавая новые рабочие места. Компания ежегодно оказывает поддержку малоимущим и нуждающимся семьям как материально, так и финансово. Так, за последние несколько лет компания «Барс-2010» в Кумди, селе Аличур Мургабского района, построила гостиничный лагерь, активно ведет строительство культурного центра в районе Шугнан, построила 6 пассажирских остановок в городе Харок, выделила средства на благоустройство улиц и ремонт здания исполнительного органа государственной власти области. Для развития сферы науки и образования в селе Аличур Мургабского района компания также провела капитальный ремонт в среднеобщеобразовательном учреждении. Такие путешествия остаются в памяти на долгие годы. Прекрасная атмосфера, богатые природные ресурсы и правильная организация поездки – все это делают поездки памятными. Время, проводимое на охоте – это прекрасное мгновение жизни.